Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Жатай может стать первым населенным пунктом в России без аварийного жилья. Очередной умный дом ввели в поселке. Школьники Алданского района приступили к учебе в очном формате. Некоторые школы остаются на дистанционке. Расскажем, какие. Балетная труппа театра оперы и балета находится в Москве. Там состоялась премьера новой постановки. Снесли один из последних аварийных домов в Жатае. Его снос стал началом заключительного этапа переселения людей из ветхого и аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда». Старт последнему этапу дали глава Якутии С.Н. Николаев вместе с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и генеральным директором госкорпорации Константином Цицыным, который находится в республике с рабочим визитом. После сноса оставшихся домов Жатай может стать первым в России населенным пунктом без аварийного жилья. Весь период мы вновь построено жилье для переселяющихся в размере 33 тысяч квадратных метров. А всего ветхое жилье, которое подлежало и подлежит сносу, это 27 тысяч квадратных метров. И мы завершаем программу, потому что это вот на сегодняшний день последние 10 домов, которые признаны на территории городского округа Жатая аварийными. Также в Жатае С.Н. Николаев и гости из федерального центра приняли участие в торжественном открытии многоквартирного жилого дома с применением инновационных технологий. Напомним, что Жатай лидер в стране по строительству энергоэффективного жилья. В поселке введены 10 так называемых умных домов, а сегодня их стало на один больше. В целом же по стране таких домов около сотни. В новом 8-этажном здании 69 квартир. Глава республики поздравил новоселов и вручил им ключи от новых квартир. С.Н. Николаев отметил, что ввод нового энергоэффективного дома является важным событием для жизни всей республики. У нас в Жатае вводится новый 69-квартирный жилой дом, который построен по энергоэффективным технологиям. И сегодня в Жатае заканчивается эпоха аварийных домов. Это огромное событие для нашей республики в целом, для жатайцев особо. Всех поздравляю. В СВФУ началась конференция с международным участием «Право в контексте устойчивого развития Арктики. Вызовы времени и новые возможности». Мероприятие посвящено столетию со дня рождения основателя высшего юридического образования в Якутии Михаила Федорова. Он делал ставку на воспитание нового поколения ученых-юристов. Для этого неустанно вел поиск среди студентов, склонных к преподаванию и науке. По приглашению профессора сформировался кадровый костяк юридического факультета СВФУ, который четверть века остается стабильным, отметили спикеры мероприятия. Данная конференция для нашего университета и в целом для республики очень важна, потому что Михаил Михайлович Федоров является основателем высшего юридического образования в республике. Им было создано отделение, затем которое продолжает развиваться и стало уже факультетом. Одной из лучших его практик является реабилитация олимпиадиста Сафронова, Алампа. И таких примеров, в общем-то, достаточно много. Школьники Алданского района приступили к учебе в очном формате. Исключение составляют две школы – поселка Ленинский и города Томот. В режиме онлайн уроки ведут педагоги старше 65 лет. Дистанционно в этом году пройдут и олимпиады. Подробности учебного процесса в Алданском районе у Татьяны Вахниной. Таблица Менделеева, теоремы и аксиомы, лирика и проза мировых классиков. После каникул детвора вновь приступила к разгрызанию гранита наук. В школах Алданского района учебный процесс возобновился в очном формате. Исключение составляет Томотская санаторная школа-интернат. В санаторной школе занятия идут в дистанционном формате, потому что все-таки это было закрытое учреждение, и пока немножко у нас там еще есть заболевшие. Дистанционно учебный процесс продолжается в школе номер 5 поселка Ленинский. Напомним, ранее в школе были выявлены случаи коронавируса, и в учебном заведении был введен карантин. Учителя сейчас буквально в пятницу все
тот, кто еще не сдал анализы, сдавали анализы. И, значит, как только придут анализы, школа начнет работать тоже в обычном режиме, то есть в очной форме. В очном формате без применения дистанционных технологий все же не обойтись. Порядка полусотни педагогов, а это 9% от общего числа, составляют категорию 65+. Они работают удаленно и ведут занятия в режиме онлайн. В дистанционном формате в ближайшее время будут проходить не только традиционные уроки, но также Всероссийская олимпиада школьников. Конечно, мы тоже будем проводить ее в дистанционном режиме на базе школ, но в определенное время. То есть мы буквально за полчаса высылаем задание. Допустим, в 12 часов все ребята, которые идут на муниципальный этап, садятся, выполняют, и затем работы отправляются в департамент. Первое испытание в рамках Всероссийской олимпиады школьников состоится в ближайшую субботу, следующее в понедельник. Всего состязания пройдут по 28 предметам. Дистанционный формат никоим образом не минимизирует честность в интеллектуальной борьбе. В школе, в классе за секретность материалов, за конфиденциальность будет нести персональную ответственность руководитель школы. Параллельно с Олимпиадой школьников будет проходить научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Ожидается, что защита научных работ в этом году также состоится в режиме онлайн. Татьяна Вахнина, Алдан. В столице региона завершается месячник по регистрации домашних животных. Мероприятие продлится до 20 ноября. Специалисты проводят выездные рейды, профилактические беседы с владельцами домашних животных. Ну а сам хозяин может подойти в ветеринарную лечебницу, где его четвероногого зарегистрируют, выдадут паспорт, чипируют на добровольной основе и поставят необходимые прививки. Так, в рамках месячника по Якутску поставлено на регистрационный учет более 200 собак и порядка 50 кошек. Напомним, в июне этого года в столице приняты новые правила содержания питомцев. Документ обязывает граждан не только регистрировать своих четвероногих, но и устанавливает запрет на самовыгул, а также выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. По месячнику управа Гагаринского округа оповещала жителей посредством WhatsApp, Instagram, а также расклеивали объявления в многоквартирных домах. Рейдовые мероприятия проводятся с привлечением участковых уполномоченных полиции еженедельно 2 раза. Установка жителей, содержащих собак в многоквартирных домах, проводится ранее выданным предписанием по регистрации домашних животных. В настоящий момент произведен обход 120 квартир, где половина жителей не открыла дверь, нескольким гражданам составлены акты и 40 имеются регистрации. В целом население относится ответственно. А главную площадь города Ленска начали готовить к Новому году. К установке центральной городской елки приступили 9 ноября. По словам начальника управления городской культуры, на полное украшение центра понадобится месяц. Так, подрядная организация закончила установку ели, осталось повесить гирлянду и шары. Опоры освещения украсили светодиодными обвесами, смонтированы 2 горки. Украсит площадь и светодиодная беседка. Работники управления культуры оформят ее собственными силами. В некоторые композиции в этом году будут внесены коррективы. Например, около снеговика появятся искусственные ели, а Дед Мороз и Снегурочка больше не будут ледяными. Кроме этого, мы на этой неделе и буквально до середины следующей недели планируем установить светодиодные конструкции. Вот помните, в прошлом году у нас были такие часы арка на входе в парк. Будет установлен также снеговик на санях, который в прошлом году мы закупили, устанавливали. Значит, на сегодня готовятся вот эти мафы к установке. Тем временем сегодня в Великом Устюге главный волшебник страны Дед Мороз отмечает свой день рождения. Дата праздника в честь знаменитого зимнего волшебника выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге на родине Деда Мороза наступает настоящая зима. Сколько Деду Морозу лет, неизвестно, но точно больше 2000. В этом году якутский Чисхан поздравил Деда Мороза через видеообращение. Желаю тебе здоровья, крепче, чем якутский алмаз, счастья белого и искристого, как горный снег. С днем рождения!
главный волшебник страны Дед Мороз. Премьера камерного балета «Платформа. История одного вокзала» в постановке балетмейстера Екатерины Тайшиной состоялась в Москве. Балетная труппа Театра оперы и балета Якутии получила приглашение на 5-й фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». На премьере побывала наш московский СОБКОР Туяра Константинова. Премьера – это всегда новая встреча со зрителем. Это то, чего ждут с нетерпением артисты, особенно сейчас, в период пандемии. 45-минутный спектакль стал для якутской труппы испытанием на прочность и одновременно экспериментальной площадкой для театра, идущего в ногу со временем. Для нас, по сути, это первая встреча с марта 2020 года со зрителем в формате большой сцены. Это большой шанс для нашего театра, потому что мы не выпускали премьер уже почти год в связи с той ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день. Для выпускника колледжа имени Посельских Никиты Рогова премьера в столице – первый спектакль в составе труппы Якутского театра. Отработав год в Екатеринбурге, Никита вернулся в родной Якутск и был принят в кардебалет. Я исполняю роль юноши в новой постановке Екатерины Лаврентьевны Тайшиной. Это очень интересный номер. Советую каждому посмотреть. В целом балет с января, наверное, этого года. Выхода на сцену как такового не было. 8 историй объединяет одна сюжетная линия – часы, вокзал и зал ожидания. Идея постановки современного балета – воплощение творческих замыслов руководителя труппы Екатерины Тайшиной. В центре камерного спектакля не только эталонный классический балет, но и яркая актерская игра. Эмоционально через пластику тела передаются внутренние переживания и мысли героев, понятные и близкие каждому зрителю. Если у многих современных хореографов главное это движение, то для меня в этом балете главное это мысль, это история, это сюжет. Это мне хотелось показать, что у каждого человека есть своя судьба, свои какие-то переломные моменты в жизни. Очень хочется, чтобы, смотря на эти истории, зритель видел себя. Мне кажется, что это чудесный спектакль. Мне очень нравится стилистика, мне очень нравится труппа, мне очень нравится вообще атмосфера работы. Мне нравится, что наши коллеги в разных городах, в разных регионах, в том числе в Якутске, ищут какие-то новые пути. Туяра Константинова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Увидимся чуть позже на телеканале Якутия-24.